Это программа «Актуальное интервью». Чем готовы помочь банки бизнесу, наиболее пострадавшему от последствий пандемии? Как гражданам оформить отсрочку по кредитам и опасно ли сегодня пользоваться наличными деньгами? Об этом мы сегодня поговорим с управляющим якутским отделением Сбербанка Алексеем Зизюлиным. Алексей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. В каком режиме сегодня работают отделения банка на территории Якутии? Мы сегодня продолжаем обслуживать клиентов на территории всей республики. Буквально во всех населенных пунктах наши филиалы работают либо в стандартном режиме, либо в несколько сокращенном, где этого требует эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день. Но каждый филиал работает хотя бы один или несколько дней в неделю. Каждую неделю. При этом, безусловно, принимаются все меры профилактики коронавируса. Мы дорожим безопасностью наших клиентов, наших сотрудников. Все офисы сегодня обеспечены средствами защиты, санитайзерами. Наиболее крупные офисы с наибольшим потоком клиентов оборудованы специальными лампами-рециркуляторами, безусловно, оборудованы оснащены инфракрасными термометрами для измерения температуры сотрудников. И это процедура, которая проводится в каждом офисе несколько раз в день. Также мы максимально перевели наш рабочий процесс аппарата банков в дистанционное управление. Сегодня более 60% сотрудников, тех, которые не обслуживают клиентов, они работают на удаленке. И несмотря на это, все сервисы работают исправно и бесперебойно. Кроме того, и это очень важно, что большинством услуг банка сегодня можно воспользоваться дистанционно, не приходя в банк. И если у клиентов все же есть необходимость посетить офис, то актуальную информацию о режиме работы всегда можно найти на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Но еще раз подчеркну, мы настоятельно рекомендуем по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и экосистемы Сбербанка. А изменился ли поток клиентов в отделениях и есть ли спрос на валюту сейчас? Можно сказать о том, что число клиентов, которые сейчас приходят в наши филиалы, оно довольно-таки ощутимо снизилось. И, в общем, это подтверждает то, что жители режим самоизоляции соблюдают. По крайней мере, очень значительная часть людей сделала выбор в пользу самоизоляции, в пользу того, чтобы остаться дома. Одновременно с этим мы отчетливо видим, отмечаем повышенную активность использования дистанционных сервисов нашего банка, что, в общем-то, понятно и объяснимо. Надо сказать, что банк уже довольно давно занимается развитием онлайн-сервисов, и, по сути, сейчас это привело к тому, что мы полностью готовы дистанционно проводить операции для клиентов безопасно и быстро. Все эти сервисы доступны в режиме 24/7. Этими сервисами можно пользоваться в приложении Сбербанк онлайн, либо в его веб-версии. Ипотечные услуги можно осуществлять через сервис DomClick. И вы задали вопрос о спросе на валюту, и можно продолжить этот вопрос, как обстоит дело со спросом на наличные деньги. Вот я хочу сказать, что выдача наличных находится примерно на обычном уровне. В конце марта мы отмечали повышенный спрос, определенный всплеск на наличные деньги, и одновременно отмечали увеличение расходов наших клиентов по картам в магазинах, в аптечной сети, в торговых точках. В продаже валюты также в этот период был отмечен незначительный всплеск. Это происходило в конце марта, в начале апреля. Сейчас спрос выровнялся, он даже находится на чуть более низком уровне, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ну и, конечно, нужно обязательно отметить, что сегодня банк обладает достаточным запасом ликвидности, как в рублях, так и в иностранной валюте, для того, чтобы обеспечить потребности клиентов в денежной наличности, даже с учетом потенциального повышенного спроса, если он возникнет. В период пандемии многие представители бизнеса говорят о том, что нужна поддержка государства и, в частности, банков. Какие меры поддержки бизнеса предлагает Сбербанк? Это очень важный вопрос. В настоящее время банком реализовано или готовится к запуску несколько программ поддержки.
В частности, Сбербанк разработал специальную программу для реструктуризации кредитов заемщиков, относящихся к отраслям, которые наиболее пострадали от COVID-19. Данная программа касается всех сегментов, всех клиентских сегментов, от крупнейших клиентов Здесь речь идет об отдельных отраслях, которые, в частности, это отрасль транспорта, это гостиничная торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, учреждения культуры и искусства. Начиная от этих клиентов до клиентов малого бизнеса, здесь речь идет уже о всех отраслях. И принятая банком программа позволяет в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения по мерам поддержки таких заемщиков. По малому и микробизнесу есть решение об упрощенном механизме реструктуризации. Здесь предоставляется отсрочка на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, которые пострадали от влияния пандемии. Также на срок 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции клиентам малого и микробизнеса в случае исполнения ими других обязательств по кредитным договорам. Речь идет в частности о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам и прочим требованиям в рамках кредитных договоров. На сегодняшний день по собственной программе банка кредитных каникул для бизнеса только якутским отделением принято 341 заявка от предпринимателей нашего региона. И по результатам рассмотрения этих заявок уже сегодня принято положительных решений по 218 клиентам на сумму 635 миллионов рублей. То есть программа реально работает и пользуется реальным спросом у наших клиентов. Алексей Васильевич, а как предприниматели могут оформить реструктуризацию? Это тоже очень правильный вопрос. Скажу, что предприниматели могут это сделать, и это предпочтительный канал для принятия этих заявок через нашу программу Сбербанк Бизнес Онлайн. Конечно же, можно это сделать и через вашего клиентского менеджера, но мы, конечно, настойчиво рекомендуем осуществлять сейчас максимально, насколько это возможно, контакты с банком через удаленные каналы. То есть основной приоритетный канал – это Сбербанк Бизнес Онлайн. Вся информация о доступных программах каждому клиенту в этом приложении доступна, видна, понятна, и клиенты могут ей смело воспользоваться. Кроме того, обратиться с заявкой на реструктуризацию клиенты могут, позвонив на горячую линию банка. Это еще один дистанционный канал, которым можно и нужно пользоваться в условиях пандемии. Была информация о том, что ваш банк выдает займы под 0%. Так ли это и кому они положены? Совершенно верно. Мы сегодня выдаем по государственной программе кредиты предприятиям под 0%. На цели выплаты заработной платы. Эти кредиты предназначены для малого и микробизнеса, и они предоставляются только клиентам пострадавших отраслей в соответствии с перечнем, утвержденным правительством. Кредит этого вида выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев. При этом ставка по кредиту составляет 0% на льготный период 6 месяцев. По истечении этих самых 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит этот является целевым, то есть средства выдаются исключительно на выплату заработную плату сотрудникам предприятия и связанные с ней платежи, как, например, оплата страховых взносов. И размер кредита, доступного для каждого заемщика, рассчитывается исходя из численности сотрудников, по которым перечисляется зарплата, и из минимального размера оплаты труда. Кредит выдается траншами в соответствии с тем зарплатным списком, который направляет в банк для перечисления заработной платы клиент. И каждый транш переводится по актуальному реестру, который действует по сотрудникам предприятия именно в текущий месяц выдачи транша. И при этом мы контролируем, чтобы зачисление средств шло непосредственно на счета сотрудников предприятия. И надо сказать о том, что на протяжении действия кредитного договора в соответствии с требованием законодательства заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%. В настоящее время эта программа тоже реально работает. Уже сейчас нами принято 32 заявки
на предоставление кредита на зарплату под 0%, и 16 из них уже получили положительные решения на сумму более 27 миллионов рублей. То есть это также продукт, который реально работает, который пользуется спросом у наших клиентов. Да, действительно, довольно широкий перечень мер поддержки бизнеса. Но какую поддержку предлагает банк населению? Сбербанк уже сейчас предоставляет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для таких кредитных каникул является либо пребывание на лечении от коронавируса, либо реабилитация после заболевания, либо нахождение в карантине после прибытия из-за границы, либо в отпуске без сохранения заработной платы. В общем, те вещи, которые связаны с обязательной самоизоляцией. Также основанием является потеря работы в результате сокращения, которое в свою очередь вызвано пандемией. 3 апреля вступил в действие федеральный закон 106 ФЗ, который представляет кредитные каникулы гражданам, доход которых сократился более чем на 30% по сравнению с среднемесячным доходом в 2019 году. И согласно этому закону кредитные каникулы будут предоставляться гражданам при условии снижения официального дохода за последний месяц по сравнению с средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля. Безусловно, законом предусмотрены также официальные документы, которые необходимо представить в банк для подтверждения снижения дохода. И есть отсрочка в предоставлении документов, которые клиент должен предоставить в банк в течение 90 дней. Подчеркну, что для всех программ необходимо документальное подтверждение трудной финансовой ситуации, которые возникли у нашего заемщика. Информация по всем действующим программам размещена на сайте банка. Необходимо обратить внимание заемщиков, что до того, как выбрать ту программу, которая вам наиболее подходит, мы все-таки настоятельно рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, со всеми программами и подобрать оптимальную. Необходимо отметить, что если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность, будет начислена неустойка, возникнут проблемы с кредитной историей. И, конечно, очень важно именно поэтому выбрать ту правильную программу, по которой вы действительно сможете представить необходимые подтверждающие документы. В банке всегда и до возникновения пандемии действовали различные программы реструктуризации задолженности для заемщиков, которые испытывают финансовые трудности. Но вот в марте, конкретно в связи с распространением коронавируса, из-за пандемии была разработана собственная программа реструктуризации на индивидуальных условиях. Эта программа подразумевает отсрочку по погашению обязательных платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Срок кредитования также может быть увеличен до 12 месяцев. Ограничений по сумме кредита по программе банка нет. Пакет документов при этом минимальный. Это всего лишь паспорт и один из подтверждающих документов. Ну и, конечно же, как я уже говорил выше, банк также работает по программе кредитных каникул в соответствии со 106-м федеральным законом. А каким образом физические лица могут оформить отсрочку? Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить в банк соответствующий документ. И этот документ зависит от причины, от потребности, от причины возникновения сложной ситуации. Ну, это может быть больничный лист, который можно представить в том числе в электронной форме, документ о подтвержденном диагнозе коронавирус, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя о том, что изменились условия или режим работы, оплата труда. После этого необходимо заполнить анкету для подачи заявки на кредитные каникулы. Это можно делать на сайте банка в разделе «Кредиты. Реструктуризация». Необходимо будет прикрепить фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Далее банк сам уже сообщит вам о принятом решении и возможных опциях, скажем так. Сейчас много говорят о том, что населению нужно воздержаться от наличных денег. Эксперты рекомендуют расплачиваться картами и бесконтактной оплатой. Так ли опасны бумажные деньги?
Ну, действительно, можно сказать, что для распространения вируса, и в том числе коронавируса, большую опасность имеет использование наличных бумажных денег, поскольку они непосредственно контактируют с людьми, люди держат их в руках, передают друг другу. Но вместе с этим мы понимаем, что совсем отказаться на данном этапе от наличного оборота пока, наверное, нельзя, но по большому счету весь мир движется именно в этом направлении. Но поскольку наличные деньги все-таки остаются в обороте, мы особые меры безопасности и профилактики применяем именно в работе кассово-инкассаторских наших центров. Наши специалисты обеспечены респираторами, очками, устройствами обеззараживания денежной массы. В помещениях, где обрабатывается денежная наличность, используются также бактерицидные рециркуляторы. Для загрузки денежной наличности в банкоматы мы используем банкноты, исключительно получаемые из РКЦ Банка России, где они в свою очередь также проходят соответствующую обработку. При пересчете банкнот наши специалисты регулярно осуществляют дезинфекцию устройств самообслуживания, поверхностей, пин-клавиатур, обрабатываются дезинфицирующими средствами. Перед выходом на маршруты и заходом в помещение все инкассаторские и кассовые работники проходят обязательный медицинский контроль, в том числе с изменением температуры тела. В течение рабочего дня все наши сотрудники кассово-инкассаторские обрабатывают руки антисептическими средствами, используют перчатки, средства индивидуальной защиты. Алексей Васильевич, благодарим за беседу и удачи вам. Спасибо большое. Всего вам доброго и здоровья, самое главное. О поддержке бизнеса и населения в период пандемии мы говорили с управляющим якутским отделением Сбербанка Алексеем Зизюлиным. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.